Осетинская школа дзюдо воспитала много именитых борцов. Славные традиции продолжаются и сегодня. На предолимпийском турнире «Мастерс» в Китае выступили лучшие дзюдоисты мира. Алан Хубецов завоевал бронзовую медаль, а на Кубке России по дзюдо в Майкопе североостинские спортсмены завоевали золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Мой коллега Георгий Дзапаров пообщался с чемпионами и узнал, какие высоты они планируют покорять в будущем. Тренировка начинается с разминки. Дзюдо, как и все силовые виды спорта, травмоопасно. Перед спаррингами спортсмены активно растягиваются, разогревают мышцы. В зале парни и девушки, все в одинаковых условиях. Дзюдоисты Северной Осетии почти всегда представляют Россию на международных соревнованиях. Алан Хубецов завоевал бронзовую медаль на турнире в Китае. Говорит, результатом доволен, но есть к чему стремиться. Ну и здесь готовились, отсюда поехали в Адлер, там 2 недели провели, и уже с Адлера поехали в Китай. Соперники были все, с кем-то я боролся уже до этого, с кем-то нет. Легких встреч не было, со всеми пришлось потерпеть. Еще успешнее выступили наши дзюдоисты на Кубке России в Майкопе. В весовой категории 73 килограмма Феликс Галуаев завоевал золотую медаль. В категории 81 килограмм Георгий Елбакиев стал серебряным призером. В самом престижном весе свыше 100 килограммов Инал Кочиев стал 3-м. Не подвели и девушки. Ревека Харебова и Кристина Кукаева увезли с Майкопа серебро и бронзу. В целом команда заняла, если так смотреть, то общая команда 2-е место. Я думаю, что это нормальное соревнование, то есть хороший результат если учесть, что не все основные участвовали там, в основном такая молодежная основная команда, так-то сборная. Поэтому в целом я думаю, что нормально. На сборы во Владикавказ прилетела сборная команда из Таджикистана. По словам главного тренера, спарринги с осетинскими дзюдоистами будут полезны для всей команды. Тренировки здесь интенсивные и тяжелые. Положительный эффект виден уже сейчас. Я всю жизнь восхищался Аликом Бекузаровым, его воспитанниками, его работой еще с советских времен. И мне всегда нравились осетинские борцы. И я прекрасно понимаю, что от такой работы, которая здесь проводится, мы получим очень много пользы. Сейчас тренировочный сезон подходит к концу. Тренеры подвели итоги. Спортсмены провели работу над ошибками. Впереди важнейшая задача – отобраться на Олимпийские игры в 2020 году. Георгий Дзапаров, Алан Суанов, Новости Осетии.